Пластиковые пакеты, бутылки и другие бытовые отходы. На берегу и даже в самой реке Камышлы-Узяк участники экологического субботника обнаружили много мусора. Представители детского эколого-биологического центра и Сибайского территориального комитета Минэкологии Республики Башкортостан отмечают, что по сравнению с прошлыми годами степень загрязненности не такая сильная. Тем не менее, полностью избавиться от подобных фактов, к сожалению, невозможно. В этом году уже наблюдается снижение мусора. В прошлом году было мусора намного больше. Отрадно то, что повышается экологическая сознательность наших жителей и количество мусора постепенно уменьшается. Надеюсь, что эта тенденция сохранится и то, что через несколько лет уже не стоит даже будет выходить на такие субботники. Экологический субботник стартовал на берегу реки со стороны улицы Крупской и закончился на улице Димитрова. Помимо юных экологов и представителей Минэкологии РБ, на очистку береговой зоны реки Камышлы-Узяк вышли и студенты Сибайского колледжа строительства и сервиса, а также неравнодушные школьники. В общей сложности ими было собрано около 15 мешков мусора. Наши студенты ежегодно участвуют в таких мероприятиях. Сегодня с утра, с 9 утра, вот как раз территорию ЦДТ очищали. Эти мероприятия нужны, и хотелось бы обратиться к гражданам нашего города. Если бы каждый человек убирал за собой мусор, было бы чище, и мусора бы и не было бы. Поэтому, люди, призываем всех вас убирать за собой, не мусорить. Как могли жители этого поселка сделать можно выбросить столько мусора? Скорее всего, они беззаботные, поэтому выкидывают мусор через забор, чтобы они просто, наверное, не знают, что здесь речка и тут ловится рыба. Впереди долгожданные теплые летние дни. Безусловно, в это время большинство горожан предпочитают отдыхать на берегу различных водоемов. А значит, как всегда, мусора на береговой зоне рек и озер не избежать. Однако все же остается надеяться, что экологическая сознательность сибайцев возрастет, и каждый будет считать своим долгом оставить зону отдыха после себя в чистоте. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.